Друзья, о важности интонации мы говорили уже не раз. А сегодня мне хотелось бы поговорить об интонации в вопросах. Итак, что происходит в русском языке? Смотрите, в русском языке, в отличие от немецкого, допустим, или английского, в вопросе, требующем положительного или отрицательного ответа, ничего не меняется. То есть мы не должны менять слова местами, не должны использовать какие-то вспомогательные глаголы, как, допустим, в английском. Это значит, что вопрос и ответ звучат, в общем-то, одинаково. Кроме того, к каждому слову в предложении мы можем задать отдельный вопрос. Как же знать, что именно мы хотим спросить? Выделить слово, которое нас интересует, мы можем только при помощи интонации. Сейчас приведу пример, и это будет понятно. Предложение «Карл у Клары украл кораллы». Начинаем. Карл у Клары украл кораллы. 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 Карл у Клары украл кораллы? Да. Карл у Клары украл кораллы. Попробуйте, это интересно.